Продолжаем судебное заседание. Самат Кыштубекович, вы нуждаетесь в услугах переводчика? Нет, не нужно. Хорошо, спасибо. Слово для доклада предоставляется судье Конституционного суда Дюшееву Карвек Арсанбекович. Спасибо. Конституционный суд Кыргызской Республики 18 сентября 2023 года поступило ходатайство Исакжанова о проверке соответствия пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о государственном языке Кыргызской Республики, частям 1, 2 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Заявитель в обращении отмечает, что согласно статье 64 Конституции организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяется законом. В реализацию данного конституционного положения был принят закон об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, в соответствии с которым адвокатура представляет собой самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, основанное на обязательном членстве в нем адвокатов Кыргызской Республики, создаваемое на основе общности профессиональных интересов, призванное выражать и защищать их интересы, содействовать повышению квалификации адвокатов и развитию адвокатской деятельности, и как институт гражданского общества не входит в систему государственных органов и органов местного самоуправления и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, обозначенным законом и уставом адвокатуры. Основываясь на этих положениях, Исакжанов утверждает, что адвокаты не являются государственными и муниципальными служащими, а институт адвокатуры не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления. Частью 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке Кыргызской Республики определены должностные лица, которые обязаны владеть государственным языком, использовать его при исполнении служебных обязанностей, в том числе и адвокаты. Как отмечает субъект обращения в соответствии со статьей 13 Конституции, кыргызский язык – государственный язык Кыргызской Республики, в качестве официального используется русский язык. Представителям всех этнических групп, образующих народ Кыргызской Республики, гарантируется право на создание условий для сохранения, изучения и развития родного языка. В силу положений частей 1-2 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции, права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого бы то ни было. Права и свободы человека относятся к высшим ценностям и действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц и могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. При этом вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Кыргызская Республика обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод. Никто не может подвергаться дискриминации, в том числе и по признаку языка. Так, по мнению Исакжанова, невладение государственным языком на должном уровне и неиспользование его при исполнении служебных обязанностей адвокатами никоим образом не посягает на конституционные ценности. В подкреплении своих доводов автор обращения ссылается на правовую позицию Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, изложенную в ее решении от 11 марта 2015 года, согласно которой адвокаты всегда обладают публично значимым характером, так как кроме участия в осуществлении правосудия, они самостоятельно защищают интересы, права и свободы каждого и занимаются представительством, а в случаях их нарушения восстанавливают права средствами, предусмотренными законодательством. Выполнение таких публично значимых функций, преследуемые цели, порядок выполнения своей работы
является отличием адвокатуры от других общественных объединений. С учетом изложенного, субъект обращения просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда от 17 октября 2023 года ходатайство Исакжанова было принято к производству. Определением судьи-докладчика от 30 октября 2023 года были определены стороны Конституционного суда производства по данному делу. Так, обращающей стороной был признан Исакжанов Расулжан Тахиржанович, стороной ответчиком Джоруб Кенеш Кыргызской Республики. Третьими лицами по делу признаны постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмаз Тавылдыевич, Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики и адвокатура Кыргызской Республики. В целях обеспечения правильного разрешения дела проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращений и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению в Конституционном суде. Спасибо за внимание. Уважаемые судьи, есть вопросы к Карве Карсамбековичу?